смогут их отправить без имени, чтобы не провоцировать нарушителей на месте. Весь вопрос в том, как такие видеозаписи будут приниматься, говорит руководитель правового департамента Российского автомобильного товарищества Сергей Волгин. Проблема может быть скорее не в том, что кто-то на кого-то анонимно что-то написал, а в том, что нарушители могут привлекать к ответственности в отсутствии надлежащих доказательств. Поэтому здесь анонимные жалобы только о двух касательствах. С одной стороны, ничего плохого нет, а с другой стороны, очень тонкая грань между тем, что действительно будет привлекаться к ответственности нарушителей, и тем, что в конечном итоге это может вылиться просто совершенно беспредел со стороны правоохранительных органов. Анонимные жалобы, уверяет наш собеседник, могут породить также волну фальшивых дел, именно поэтому ей нужно доработать, продолжает вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров. Полностью анонимно делать это не следует. Другой вопрос, что данные от заявителей, они не попадали тому, в отношении кого возбуждено дело и кого штрафуют. Были случаи таких практик лицо, в отношении которого было возбуждено дело, заявители так или иначе выполнило, и, в общем, вплоть до уголовного. Нужно, с одной стороны, ебаные, блядь.